Добрый день, меня зовут Александр Сандлер. Из той страны, из которой я приехал, меня называют коуч Алекс, то есть тренер Алекс. Сегодня с огромным удовольствием я хотел бы показать в стенах замечательного клуба World Class программу, автором, разработчиком которой я являюсь. Она называется Primal Call. Это очень простая и в то же время сложная, достаточно вызывающая технически, но веселая система ОФП, общей физической подготовки. То, что с удовольствием я рекомендовал бы, в принципе, любому виду спорта. А то, что мы делаем, на самом деле легко и просто. Это то, чем вы, будучи ребенком, занимались так или иначе. Мы лазили как кошечки, мы скакали как кролики, мы ползли как ужики, то есть изображали животных. Вот это все построено в одну продолжительности от 1 часа до 2 цепочку элементов, каждый из которых соответствует какому-нибудь дикому животному. Львиная доля наших упражнений осуществляется в горизонтальном положении, то есть именно так, как это делают животные. Животные не ходят на задних конечностях, они ходят на 4. Мы их будем копировать. То есть так или иначе, находясь в горизонтальном положении, мы будем с вами заниматься популярным сегодня словом планка. Планка, которая разрабатывает core. Вот core strain, буквально перевести на русский язык, сила ядра. Вот здесь находится наше ядро. В Китае, если не ошибаюсь, это называется чи, а мы это называем простым американским словом core. Я готов приступить к демонстрации. Любая тренировка обязана начинаться с динамической разминки. То есть мы не можем запускать себя вот в эти экстремальные величины, не подготовив тело к самой общей, к самой, скажем так, примитивной работе. То есть просто легкий бег, с чего мы начнем, собственно, занятие. Единственный акцент, который я хотел бы сделать изначально, мы все делаем легко, крадучись. То есть если мы бегаем, то мы бежим на цыпочках. То есть так, чтобы я даже не слышал звука приземления, чтобы это не было никакого топотания и так далее. То есть, собственно, то, как крадучись делают животные, дикие животные. Тигры, леопарды, пумы, кого угодно себе представьте, они не топают. Топать мы тоже не собираемся. Ножки через стороны пробираются вперед. Корпус ровный, хорошая осанка. Не падаем вперед, держим хороший баланс. Таз очень подвижный, все как на шарнирах там внизу играет. Под углом 90 градусов, каждые 4 прыжка я вращаюсь по часовой стрелке. Просто бежим на цыпочках. Постарайтесь упорядочить дыхание. Готовим запястье к работе. Представьте себе кого угодно, стоящего на 4 конечностях. Единственное, чего я не хочу видеть высокого таза, я не хочу видеть провисшего таза. Собственно, положение планка уже дала нам ответ, как должен стоять мой корпус. Все. Мы поползли.
Мягко, спокойные, расслабленные ручки, высокий локоть, таз активен, таз у меня движется влево и вправо. Мягко и спокойно. Плавно, без подъемов и спусков, в одной горизонтали. Движение задом, в той же самой проекции, по тем же самым законам. Движется назад животное, которое что-то внезапно перепугало, и оно хочет просто сдать назад в кусты. Ручки вместе, мягкими, легкими прыжками. Мы выносим ноги по обе стороны от рук. Руки остаются внутри от ног. Мы просто шагаем. Таз поднят, чтобы практически составить одну горизонтальную прямую с моими плечами. Если это удается, конечно. Но мы на это обращаем внимание. Итак, мы переходим к моей любимой тюленьей части. Очень важно иметь ровный пол, без шероховатостей. Ни в коем случае, чтобы нас не настигли какие-нибудь занозы, какие-нибудь порезы. Пол должен быть чистым, гладким. Нам нужно найти предметы, которые легко скользят по ламинатному полу. Вот я нашел два предмета, которые оказались очень кстати. Становлюсь в планочку. Ножки на эти два предмета. Пальцы расставляются в стороны. Я тюлень. Так называемый Cossack Dance. Казачок. В примитиве это звучит так и выглядит так. Присед глубокий, выстав, присед, выставил ножку, сел, выставил, сел, встал, выставил. Хорошая осанка, хороший баланс. С учетом того, что мы делаем крошечный шажок вперед, вся эта дистанция вмещает в себя до 60 приседаний. Это хороший объем для наших бедер. Теперь это так и называемый казачок. Русский народный танец. Или украинский. Присядка. Пустился в присядку. Оставляем ноги далеко позади себя. Не подтягиваем колени под грудь. Пальцы сцеплены в замочек. И, пожалуйста. Знаете, чем занимается жук-навозник? Он скатывает себе шарик навоза и безумно этим обстоятельством гордится. Полуприседи, ходьба, расслабляем плечи, даем возможность рукам отдохнуть, растрястись, промяться. В хорошей широкой разножке. Правая рука, левая нога.
Отжимание от пола. Смена положения, отжимания. Мягко, мощно, глубоко. Мы ползем за своей добычей. Старая добрая горилла, передвигающаяся боком. Вес максимально переносится на передние конечности. Ножки разгружаем, ножки становятся абсолютно невесомыми. Либо на плоских костяшках пальцев, либо аккуратно принимаем свой вес на вытянутые пальцы. Это сложнее. И мягко, совершенно невесомо. Горилла путешествует боком. Собственно, на этом, дорогие друзья, заканчивается индивидуальная работа в Core Strain. К сожалению, я не могу продемонстрировать второй части, которая требует наличия партнера. Я обязан работать с кем-то в паре. Сегодня у меня такой возможности нет, прошу меня извинить. Больше чем уверен, что каждый из вас припомнит из далекого или не очень далекого детства еще пару-тройку интересных упражнений, где мы по-прежнему кого-то копировали, какого-то животного. Но, повторяю, это есть эссенция, хорошо подобранная система на вот этот так называемый Core Strain. Рекомендую, вы будете испытывать громадное удовольствие, занимаясь этим физическим занятием. На этом все, я прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья, энтузиазма и желания заниматься спортом вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.